на Нижней Шере. Это, как мне сказали, кладбище грузинское. Но я его таковым не нахожу. Похоже на общесельское кладбище. Это находится чуть-чуть выше сельсовета. Ну, кладбище заброшенное, по сути. Но, скажу так, по 5-бальной шкале его оцениваю где-то на 3. Потому что основное кладбище имеет проходы. Ходить здесь можно при желании. Как бы очень много добротных могил. Ухоженные есть очень. Даже, как скажу, как бы вот яркий тому пример. Есть заброшенный, вот типа вот этой могилки. Вот на 3 памятника. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 больших деревьев, остальные мелкие. Вот такая вот форма. Но в основном я так прогулялся по нему уже. Почистил проходы для камеры. В основном, я вам скажу, кладбище нетронутое. По всей видимости, местные его охраняют. Вижу упавшие камни, но могу объяснить, почему они упали. В основном здесь от природных катаклизм страдает это кладбище. Как бы падают деревья, когда идут большие ураганы, и крушат могилы. Вот яркий тому пример. И здесь таких могил, ну, больше 2 десятков. Прям вот в таком состоянии. Вот корни, 2 дерева упали, покорежили камни. И вот так вот все выглядит. Деревья большие, накрыли несколько могил. Как бы. Ну, в общем, вы это все видите так же, как и я. И также хочу отметить, что немаловажно для меня, вот стоят алюминиевые ограды. Алюминиевые. Видел бронзовые какие-то насечки людей. И все это в очень ухоженном состоянии. Как бы. Могилки. Даже вот запущенная вот такая вот могилка, вот она. Прям вот колючками всем заросшая. Не чистил ее никто очень много лет, но она не разграблена. Все здесь нормально. Вот алюминиевые оградки. Пострадали они, конечно. Вот деревья сквозь ограды проросли, но все стоит на месте. Никуда оно не делось. И вот то, что я видел. Вот дерево упало. Потянула за собой целую могилу целиком, ограду прям вырвала из земли. Прям печально. Вот накрытые могилы, вот поломанные, и вот накрытые могилы, прям их 1, 2, 3, 4, 5 могил разом накрыло одно дерево. Как бы и вот я смотрю здесь, пока я брожу уже, люди интересуются, что я здесь делаю, зачем я пришел. Это очень хороший фактор на кладбище. Ну, по крайней мере, для меня. Как бы вот могилка с крышей, крыша вся простреленная, но все вокруг целое. Даже от деревьев не пострадало, но все целое. Можно почистить, покрасить, и будет красота. И может даже потомки еще приедут,
побывать на могилах предков. Ну, как бы, мне понравилось здесь. Я опять же не понял, почему это кладбище называется грузинским среди местных. Потому что вот таких фамилий здесь очень много. Очень много русских фамилий. Ну, грузинский тоже есть. Как бы вот молодые ребята, много похоронены в возрасте от 25 до 30 лет. Очень много людей я встретил здесь. Видимо, в те годы какие-то катаклизмы были. Много семейных больших кладбищ. Как бы, ну, все это по желанию, при желании можно восстановить, почистить. Мне очень понравилось здесь. Место неописуемой красоты. Вид на море прям с кладбища. И море, оно прям в шаговой доступности отсюда. Ну, как бы, кладбище ухоженное относительно. Процентов может 5 от общего кладбища здесь чистый. Это вот вся новая сторона, это послевоенная. И старое кладбище, ну, вот Нарсия. Очень вот так вот. Ну, это дерево их скоро о себе заявить, но суть не в этом. Оградки целые. Здесь вот пролета нету, поломанный, но я так понимаю, судя по пролету, как оно поломано, скорее всего здесь падало дерево. Или что-то наподобие. Ну, было это очень давно, наверное. Потому что целые столбы вон нагнуло. Следов этому я не нашел, но может и убрали, вывезли. А может, все может быть. Как бы могилки в основном зеленые, очень мало где можно прочесть имя. Чтобы это сделать, надо потрудиться. Ну, кладбище не маленькое. Ну, для сельского оно вполне нормально. Вот за что я говорил. Новая сторона, это после 2000-х годов захоронения. Все чистенько, ухожено. Люди приходят сюда. Вот такие вот крыши. Это на склоне уже. Ну, в общем, заросшие все деревьями. Деревья никто не обрезает, холки, поэтому они растут высоко, и когда сильный ветер, они раскачиваются и падают. В основном здесь растут кипарисы, камфора, шелковица. Как бы поэтому оно и падает. Если бы росла акация, никуда бы она не падала. Как бы вот так вот. Если кто-то своих родственников на видео видит, делайте скрины. Посмотрим. Может, захотите прибраться на могилах своих предков. Все без проблем сделаем. Ну, в общем, все вот так. Как бы много запущенных, но относительно по кладбищу можно ходить. Скот здесь передвигается. Без затруднений. И по всей видимости кто-то все равно поддерживает чистоту проходов. Потому что так чисто от скота быть не может. Здесь вот тропинки, они нахоженные. И по-любому кто-то подрезает бока, чтобы можно было здесь ходить. Ну, как бы вот так.